что самое главное в будущем, это можно понять, только приехав сюда. И совершенно очевидно, что самое главное от будущего, чем мы ждем, это то, что в будущем не будет комаров, они превратятся в бабочек, благодаря цифровой экономике, и тогда это место будет похоже на рай. Значит, я на самом деле последние годы в основном занимаюсь политэкономией и собираюсь, ну да, как все эксперты, вот настоящий эксперт или исследователь, это человек, которого спрашиваешь о чем-нибудь, а он тебе говорит, я сейчас тебе все объясню, и начинает рассказывать про другое. И чтобы вы не думали, что я не настоящий эксперт, я тоже так поступлю. Значит, я занимаюсь политэкономией, и здесь дело в том, что те политические порядки, которые как бы нам известны, да, бывает демократия, бывает деспотия, там всякие авторитарные режимы, все эти порядки на самом деле, это не вещь в себе, а главная их цель это то, как распределяются в обществе результаты экономической деятельности. В демократиях они распределяются более таким открытым способом, больше людей участвует в определении правил того, как это распределяется. В деспотиях, в авторитарных режимах они распределяются менее справедливо, меньше людей допущено как бы к этому решению, и используется больше силы, чтобы настоять на том решении, которое принято. И вот в действительности сегодня ученые, которые занимаются этими проблемами, перестают постепенно говорить там о демократии просто или о деспотии. Они говорят именно о некоторых институциональных порядках, которые одновременно описывают то, как устроена экономика, и какие-то экономические институты, и политические институты. Экономические и политические институты поддерживают друг друга, и они взаимосвязаны. И сейчас ученые говорят о том, что они не говорят слово демократия, ну многие, не все, но многие уже не говорят слово демократия, а употребляют, скажем, такое понятие, как порядки открытого доступа. Порядки открытого доступа это такие общества, в которых и в экономике, и в политике существует свободный достаточно доступ к рынкам и достаточно свободный доступ к организациям, которые имеют возможность влиять на принятие решений. И когда вот есть такие институты и общественные, где свободный доступ к организациям, и в экономике открытый доступ к рынкам, это порядки открытого доступа. И противоположный тип порядков это такие порядки с довольно закрытым доступом. То есть, скажем, чтобы выйти на какой-то рынок, вам нужно с кем-то договориться, нужна какая-то поддержка, это все непросто, этот выход контролируется, соответственно, люди, которые контролируют выход на рынок, они контролируют в конечном итоге то, как будут распределяться доходы, да, на этом рынке ваши доходы, как они будут распределены, на это будут влиять люди, которые контролируют доступ к этому рынку. Или они контролируют доступ к некоторым организациям, и тогда, которые могут влиять на принятие решений. И если у вас нет доступа, то вы, значит, не участвуете в принятии решений. Вот это такие две модели, между которыми много переходных всяких положений, состояний. И вопрос, который перед нами стоит, как эти порядки открытого доступа, как они получаются, как так устраивают общество себе. В порядке открытого доступа это не значит, что это очень справедливое общество установилось, и это такой полный рай справедливости. Там есть свои несправедливости, и главная особенность, во-первых, в том, что они дают большую возможность для индивидуумов и для организаций, для реализации своих инициатив. И второе, что они, благодаря тому, что там участвует много разных организаций, которые друг друга уравновешивают, друг с другом как-то конкурируют и борются, эти порядки, это главная их особенность, они очень гораздо лучше реагируют на разные вызовы и изменения, которые перед обществом встают. Они умеют с этим справляться и как бы в результате обеспечивают достаточно такое устойчивое существование и, что очень важно, так называемый устойчивый или иногда его называют самоподдерживающийся рост. То есть вот в порядках закрытого доступа, будем говорить, хотя этот термин менее употребимый, обычно рост экономический, он связан с какой-то там, с деятельностью каких-то групп, которые вот его должны обеспечить. Вот приходит президент и говорит, у нас должен быть 3% рост. Вот и значит, президент обеспечивает 3% рост каким-то образом. В порядках открытого доступа никто так не говорит, но в долгосрочной перспективе они растут быстрее, они растут все время. Их экономический рост продолжается все время, несмотря на кризисы, какие-то отступления, какие-то новые вызовы.
Когда в 91 году коммунизм кончился, то многим в СССР, в России, казалось, что вот если мы... Коммунизм, это, понятно, был очень закрытый порядок, я об этом еще скажу. Но казалось, что если мы вышли из этой комнаты, то мы входим в комнату другую, вот, где демократия и рынок. Да? Но мы отменили коммунизм, который был деспотической формой, мы отменили его социалистические принципы, и, соответственно, у нас теперь будет рынок и демократия. Оказалось, что это не совсем так. Когда прошло еще 20 лет, и мы поняли, что вообще очень многие страны, в которых нет коммунизма, между тем не являются, в них нет порядков открытого доступа. Они где-то застряли посередине, и таких стран вообще в мире большинство. И то, что у нас сразу не получилось вот рынок и, значит, и демократия после того, как мы вышли из коммунизма, это никакой не нонсенс, никакое не удивительное событие, в общем, это довольно нормально. И важно понять, как бы, что произошло у нас и чего не хватило для того, чтобы вот у нас так прекрасно стал такой открытый порядок. Когда люди стали анализировать, чем вот характеризуются эти порядки открытого доступа, то одно из таких самых больших открытий, оно заключается даже не в слове институты, что там хороший институт. Это сейчас уже все знают и все выучили это слово институты. Хотя очень часто не понимают, не совсем точно понимают значение этого слова, потому что институт это не учреждение, а институт это некоторые правила, некоторое принятое всеми отношение вот, по данному вопросу. Так вот, не институты, а оказалось, что очень важно, вы можете ввести какой-то институт демократии, например, объявить выборы, у нас вот будут выборы парламентские. Но выясняется, что у вас, собственно говоря, нету акторов, нету тех единиц, которые должны пользоваться этим механизмом. Вот выборы – это институт. А кто ими пользуется? Ими пользуются организации. А организаций у вас нету. Организация, это, например, на выборах, это прежде всего партии. Да? Партии, которые давно существуют, они выходят на выборы. Партии существуют как такие... длительные организации, то есть могут меняться их лидеры, меняться их руководство, даже идеология, а бренд партии существует и живет как бы собственной жизнью. Вот это устоявшаяся организация, долгосрочная организация, которая не связана с жизнью каких-то людей. Выяснилось, что всего этого нету. И как бы пользоваться теми правилами мы написали все законы, как на Западе в 90-е годы, у нас были вполне нормальные законы написаны, но ими пользовались все не так. И это происходило не потому, что мы какая-то особенная страна, и у нас все не как на Западе, и нам такое не подходит. Нет, это довольно обычная история, просто потому что предыдущий путь развития был очень отличным. То, что происходило на Западе, это началось, и то, что привело к возникновению вот этих порядков открытого доступа, это началось где-то еще раньше, но массированно началось в 19 веке, когда началась промышленная революция, и стали образовываться, во-первых, стал становиться на ноги крупный бизнес, и появились корпорации и организации, которые в экономической сфере не зависели от государства, не зависели от короны и представляли самостоятельные единицы. Постепенно начали появляться и общественные организации, тоже, которые не зависят от государства, а самостоятельно действуют в обществе, являются самостоятельными единицами. И вот все это постепенно демократия была, кстати, совершенно не первым делом, которого добились порядки открытого доступа. Демократия возникла довольно поздно, когда была расширены избирательные права, потому что сначала политическими свободами пользуются обычно довольно узкие группы лиц, элиты, они устанавливают для себя правила и лишь потом начинают распространять их на большинство населения. Так, по крайней мере, было в европейской истории. История демократии в Европе таким образом развивалась. Она развивалась как бы из олигархии. Но главное, что хочу подчеркнуть, это то, что возникали большое количество организаций, коммерческих организаций, некоммерческих организаций, которые во-первых, они не были связаны с каким-то конкретным лицом, они имели такую протяженность, да, длительную жизнь, а с другой стороны, они не были связаны с государством и не зависели от него. В России, в Советском Союзе все происходило не так. И мы знаем, что вот ровно 100 лет назад случилась Великая Октябрьская социалистическая революция, после которой в нашей стране установился некий такой социализм, и
имеем некоторое представление о том, что об его лозунгах, о равноправии, каждому по труду, там, от каждого по способностям. Но в действительности это было, конечно, не так. В действительности тот режим, который установился в Советском Союзе, совершенно не имел ничего общего с марксизмом. Марксизм вообще был как теория, это было такое визионерство Маркса, который придумал, что после того, как капитализм, который развивался на его глазах в Европе, разовьется до своих высочайших степеней, то на смену ему придет некоторая формация новая, которая будет устроена таким образом. Россия, царская Россия в начале 20 века была довольно отсталой страной. Она отставала от Европы довольно сильно, и в то время как в Европе развитый ВВП на душу населения был уже за $3000 на душу, в России это было примерно 1800. То есть она не достигла еще никакого развития капитализма, была аграрной страной, и тут пришли большевики, которые в сущности вот в сталинской модели идея Сталина была в том, что тот процесс, который на Западе происходил долго, в течение 19 века, и довольно драматично, становление капитализма, становление частного капитала, что и на основе этого частного капитала развитие промышленности, индустриализация, что этот процесс, решил Сталин, можно проскочить очень быстро, если государство будет при помощи насилия перераспределять ресурсы в обществе так, как нужно для индустриализации. Несмотря ни на какие издержки, уничтожая крестьянство, уничтожая большое количество людей, но государство брало все ресурсы в свои руки и начало его перераспределять так, чтобы быстро проводить индустриализацию. И эта политика имела большой успех, в том смысле, что в России действительно довольно быстро была построена индустрия, и казалось вообще, что это очень здорово. И более того, в середине 20 века эта сталинская модель становилась довольно популярна, и распространялась на другие страны, но опять-таки характерно, на какие страны она распространялась. Например, стал социалистическим Китай в середине века, в результате тоже длительной гражданской войны, но Китай был совершенно отсталой страной. Там в середине века было $800-700 на душу населения, то есть это был какой-то для Европы 18 век. И выяснилось, что действительно целый ряд стран берут на вооружение эту модель быстрой индустриализации, и она получается именно потому, что у них не получается выйти в индустриализацию и в экономический рост за счет частного капитала. Тогда они начинают вот эту вот массированную мобилизационную индустриализацию, но если в Европе главными акторами индустриализации оказывались частные фирмы и накопление частного капитала, то здесь главным эффектом оказывалось то, что все ресурсы, все полномочия были сконцентрированы в руках государства. И это начало создавать институциональную среду особую, которая в сущности противоположна той траектории, о которой мы говорили, говоря о Западе, где развивались именно негосударственные организации, негосударственные сообщества, они начинали активно действовать на сцене жизни нации. Здесь все происходило наоборот, и надо сказать, что вообще сталинская индустриализация, мы до сих пор находимся в значительной степени под ее гнетом, потому что эта индустриализация была проведена не на рыночных условиях, ее стимулами были не реальный рост спроса и распределение ресурсов в зависимости от этого спроса, а некоторое директивное планирование. В результате, например, когда у нас началась рыночная экономика, выяснилось, что у нас во многих секторах экономики невозможна конкуренция, потому что просто при Сталине были построены 2-3 суперзавода, которые всю потребность страны этим ресурсом покрывают. И здесь совершенно нету места для конкуренции. Что есть огромное количество моногородов, которые зависят целиком весь город от того, есть ли заказы на одном предприятии. И все, и там никакой рыночной экономики, если нет заказов на этом предприятии, невозможно, потому что все деньги, поступающие в город, они из одного источника. Это все наследие сталинской индустриализации. И сегодня у нас страшная олигархическая экономика, у нас примерно 45 компаний, их годовой оборот составляет половину нашего ВВП. Это чудовищная олигархия, это чудовищная концентрация капитала в нескольких руках. И такая концентрация, она влечет за собой последствия для политической сферы, потому что я уже говорил, что это совершенно взаимосвязанные вещи. И экономические институты, и политические институты, они они поддерживают друг друга. Когда устанавливается вот этот вот плохой такой дурной круг
там, олигархии или деспотии, это когда выстраиваются экономические институты, определенным образом такие закрытые, и выстраиваются политические институты, и они друг друга поддерживают, взаимно поддерживают. Точно так же, как в порядках открытого доступа, открытый доступ на рынки экономические и открытый доступ к организациям, влияющим на принятие решений, это тоже две системы, которые друг друга поддерживают. И вот это страшное государствление и то, что мы прошли индустриализацию в этом нерыночном ключе этой сталинской модели, это стало огромной потерей. И когда мы посмотрим на историю нашего, я там приготовил слайды, но здесь их нельзя показать. Но, в общем, вот этот вот, если посмотреть на историю, как бы экономическую историю, там, примерно с 1900 по вот, там, 2010 год, да, но это все очень условно, то мы увидим, что Россия это примерно такая, там, вот, ну, где-то здесь 1500 долларов на наше население, и мы видим такую линию, там, она здесь падает, когда это гражданская война, Первая мировая гражданская, потом она серьезно растет в сталинские времена, потом она замедляется в брежневские времена, потом после перестройки в 90-е годы мы увидим вот такой провал, и потом мы выходим вот так вот примерно. Вот примерно такую мы увидим. Ну, здесь еще там Великая Отечественная война, про нее просто нету данных. Но вот этот провал, это та плата, которую мы в 90-е годы платили за то, что мы должны были перестроить значительную часть экономики с той модели индустриализации, которая была придумана Сталином и осуществлена, на тот путь, который имела Западная Европа. Она там, если посмотреть там на Западную Европу, там будет примерно вот такая вот картинка. Вот, нет, вот она вот в 60-х годов она здесь резко идет вверх, ну и там дальше менее резко. Ну и Соединенные Штаты еще выше. Мы заплатили за то, чтобы преодолевать эти последствия этой неправильной индустриализации. Они до сих пор еще не преодолены до конца, потому что мы как бы должны... Вот у нас есть там, не знаю, Новолипецкий металлургический комбинат. Он огромный, он дает огромную часть стали, значит, которую мы выполняем. И мы не можем разделить его на два, да? Мы не можем построить два других комбината. У нас уже вложены эти инвестиции в инфраструктуру. И так очень много в экономике, что определяет ее склонность к тому, чтобы становиться олигархической, а это несет за собой концентрацию политической власти тоже в руках ограниченного круга лиц. Это проблема. Это тяжелое наследие, и опять-таки подчеркну, что его тяжесть не только в том, что структура экономики вот такая получилась, но и в том, что, собственно говоря, в то время как Запад проводил это все за счет роста частных корпораций и частных капиталов, то есть не государственных учреждений, в Советском Союзе всем этим распоряжалось, и все это устраивало государство, которое контролировало все остальные организации, контролировало всю экономику, контролировало все. И когда все это, да, ну, можно быстро сказать, что это все начало разрушаться в 60-е годы, еще сталинская модель, когда большая часть населения страны стала жить в городах. Это стала высоко урбанизированная страна, и когда очень стали меняться потребности, когда у вас большинство населения живет в городах, постепенно у них начинают меняться потребности, меняется структура семьи, меняется представление о будущем, все хотят во втором поколении в городе уже учиться в вузе, а сталинская модель экономики мобилизационная, она совершенно не могла обслуживать эту новую постиндустриальную фазу экономического роста, которая требует других механизмов, и там другие драйверы роста возникают. Она не могла это обслуживать, и в конце концов ее немножко, вернее не немножко, а лет на 15-20 ее задержало, ее крушение, наличие огромных природных ресурсов, которые как раз начали в 60-е годы разрабатываться, когда начался, с одной стороны, кризис советской экономики, но тут открыли западно-сибирскую нефть и газ, потом взлетели цены на нефть и газ, и это как бы продлило жизнь этой модели. Но с этим мы пришли к сегодняшнему дню, и
В то время как в 91 году казалось, что вот она, демократия сейчас наступит, потом выяснилось, что она не может никак наступить, эти порядки открытого доступа, потому что просто нету акторов, нету частных фирм давно существующих, нету партий давно существующих, нету каких-то общественных объединений, которые живут своей собственной жизнью и осознают себя как некоторые общественные единицы, как часть национального вот этого национальной политии. Так что как бы у нас в этом смысле такая плохая наследственность очень, но есть и хорошие новости, и они парадоксальные. Парадоксальным образом сегодня, да, это все объясняет хорошо то, что в России не получилось в 90-е годы демократия, а в 2000-е годы Россия стала трансформироваться в олигархию, а потом под олигархию стали выстраиваться и политические институты, которые тоже стали закрытыми, они закрытым образом распределяют доступ к власти, и они явно совершенно не демократичны. И опять-таки складывается дурная взаимосвязь олигархии и закрытой политической системы, которая взаимоподдерживает друг друга. И на самом деле олигархическая структура экономики, она в некотором смысле важнее, чем нечестные выборы. Да? Нечестные выборы – это проявление того, что распределение экономической власти в обществе уже сложилось таким закрытым образом. В чем же хорошие новости? В том, что, несмотря на то, что у нас сегодня, скажем, политическая система гораздо менее демократическая, чем она у нас была в 90-е годы, на самом деле население России гораздо больше в степени готово к демократии, чем в 90-е годы. Когда ни люди, которые руководили экономикой, не понимали, что такое рынок, ни люди, которые занимались политикой, не понимали, как работает демократия, сегодня люди в России понимают это гораздо больше. И про экономику, и про политику. Они не знают, как установить правильный порядок, но они, по крайней мере, понимают, чем он отличается от неправильного лучше. И что еще очень важно, есть организации и в экономике, бизнес-структуры и общественные организации, которые живут своей жизнью и которые являются акторами, некоторыми акторами политического и общественного процесса. То, чего почти не было. То, чего почти не было, практически не было в 90-е годах, оно сейчас в большей степени есть. Это не значит, что будущее наше, это мы вернулись на ту траекторию, по которой шли другие западные страны, и теперь неизбежно туда придем. У нас появилось больше возможностей. Это сейчас выглядит более, как это не парадоксально звучит при нашем очень закрытом политическом режиме, у общества есть гораздо больше того, что нужно для того, чтобы выйти на эту траекторию. Нам сильно мешают, значит, с одной стороны, вот эта структура экономики и это наследие сталинской индустриализации, с другой стороны, нам сильно мешает нефть, потому что нефть – это такой ресурс, который в странах, в которых нет демократических институтов, нет порядков открытого доступа к тому моменту, когда начали много ее продавать и разрабатывать. В этих странах он очень, содействует укреплению олигархии, а за этим следуют и соответствующие политические институты, также они выстраиваются как закрытые. Вопрос, то есть мы можем и выйти на эту траекторию, и не выйти на нее, потому что вот на этой картинке, которую я собирался показать на красивом слайде, и которая тоже у меня, по-моему, красиво получается, значит, там вот еще тут где-то в Америке вот так вот пойдет. На этой картинке еще у меня присутствовали еще несколько стран. Например, присутствовали две латиноамериканские страны. Это Венесуэла, которая развивалась, ее развитие примерно выглядит на этом слайде так. Вот она где-то здесь, я не помню, где она, здесь ниже России, выше России, потом она выходит вот сюда вот, а потом она вот так вот, вот так вот, вот так вот. И примерно так же Аргентина. Она тоже вот достигает здесь довольно высоких, к середине 50-м годам 20 века она достигает почти такая же. Венесуэла вообще, у нее ВВП на душу населения выше, чем в Европе. Это вот эта вот линия у нас, это 12 наиболее развитых европейских стран. Венесуэла выше была вот здесь, вот в этом периоде, чем у Европы ВВП на душу населения. Но потом они попали в некоторую ловушку и уже примерно 50 лет болтаются там с падениями, у них были очень
сильные кризисы какие-то, но они болтаются примерно на одном уровне. И то же самое с Аргентиной, которая тоже как бы почти не растет в течение 40 лет, ее рост, долгосрочный рост минимальный. А на самом деле сейчас экономисты знают, что не очень важно, вот насколько вы выросли за 1 год, рост по 1 года, 2 лет, 3 лет. Это не очень важно, даже 7 лет не важно. Важно, что вы показываете на протяжении там, 15, 20, 30 лет. И именно только такой долгосрочный рост действительно меняет в стране ситуацию. Да, когда у вас действительно увеличивается богатство страны там, за 15 лет в 2 раза, но это происходит один цикл, второй цикл, третий цикл. Это настоящий рост. И он свидетельствует, скорее всего, о том, что у вас созданы такие институты, которые сами поддерживают рост, которые умеют адаптироваться к вызовам и выходить на траекторию роста, несмотря на эти вызовы. Россия такой страной не является. У нас темпы роста были вот здесь, вот это 2000-е годы, да, они были там примерно 7% в год, но с примерно 2008 года у нас рост прекратился, и за последние уже почти 9 лет рост составил по отношению к 2008 году примерно 3% за последние 8-9 лет. Да, таким образом, мы 9 лет находимся в состоянии стагнации, и у нас есть возможность как отправиться по аргентинско-венесуэльскому пути и все время болтаться еще лет 50 примерно на этом уровне. То у нас будут кризисы, то подъемы, один президент, хунта, потом демократия, опять хунта. Вот такая перспектива замечательная, она вполне возможна. Но и бывают и другие случаи. 2 страны показали, что за 40-50 лет можно выйти из довольно плохой ситуации в политическом смысле и в экономическом смысле и практически достичь вот тех уровней и того развития, и той модели развития, которая характерна для наиболее успешных стран. Это Япония и это Южная Корея. И если мы посмотрим на этой картинке, как там происходило все в Южной Корее, то это примерно там где-то вот они вот тут вот были, очень бедная страна здесь, потом они шли, и сейчас они пришли вот сюда вот. Они практически обгоняют Европу, вот после последнего периода стагнации, в Европе очень низкий рост, и Южная Корея выходит, и в принципе за 40-50 лет выйти на эту траекторию и создать такую экономику с самоподдерживающимся ростом возможно. И более того, если мы посмотрим на Южную Корею начала 70-х годов, то это диктатура, олигархическая диктатура. Правда, олигархическая диктатура немножко другая. В Японии и Южной Корее есть две вещи, которые их отличали сильно. Это страны, в которых практически нет природных ресурсов. Они очень бедные в смысле природных ресурсов. Ну и второе обстоятельство, они были под военным протекторатом США. У нас проблема, США, но проблемы с ресурсами, которые, конечно, мешают, да, в этой ситуации. Впрочем, есть хорошие новости. Все больше и больше становится ясным, что эра нефти кончается, и вероятность того, что в ближайшие 5-10 лет мы увидим дальнейшее падение цен на нефть, она возрастает, потому что там в нефти когда у вас дефицитный ресурс, то все в него инвестируют, чтобы себя обезопасить от возможной его нехватки. А когда все понимают, что этот ресурс не дефицитный, все начинают из него изымать деньги, и тогда нефтяные страны стремятся быстрее продать свою нефть, потому что они боятся, что она дальше будет еще дешевле. И возникает такое обратное колесо, как падение цен на нефть. У нас сейчас нет проблемы с нефтяными ценами. Нефтяные цены сегодня, те, которые сегодня, они не низкие. Это ровно средняя цена нефти за период с 60-го года. Вот если в долларах 9-го года посмотреть на цену нефти с 60-го года, на среднюю, вот это ровно сегодняшняя цена нефти. А вот низкая цена на нефть, которая, возможно, нам предстоит в следующие примерно 5 лет, мы к ней будем двигаться, это уже будет та цена на нефть, которая в большей степени даст нам возможность попробовать выйти на вот эту траекторию, а не болтаться вот в этой. Вот такое радужное будущее. Вопросы? Это прям программа «Единый вопросы».
А кто все это делать-то должен? Да, это была главная тема моей лекции. Вопрос именно в том, что это могут делать, да, о чем я говорил все время, о том, что тот путь развития был предопределен тем, что индустриализация и дальнейшее как бы развитие, оно шло при нарастающем влиянии негосударственных организаций как в экономике, так и в политике, в общественной жизни. Негосударственные, вот любые все негосударственное, что способно жить, особенно жить долго, это самое главное. Самое главное – это долгосрочно существующие негосударственные организации. Это могут быть и корпорации, это могут быть и партии, общественные движения. Вот, например, у нас есть общество «Мемориал». Да? Кроме всего прекрасного, что делает «Мемориал», у него есть одно потрясающе важное для нашей страны свойство. «Мемориал» существует там, с какого там 90-го или 89-го года. Это организация, которая, слава богу, существует, сколько, значит, посчитайте скорее, 28 лет. 28 лет. Это то, что нужно. Вот это то, чего не было абсолютно у России в 90-е годы. Не было ни одной организации, которая бы там, не государственной, которая бы имела историю там 3-4 года, больше, чем 3-4 года. Да? Это было все только что. Сегодня мы имеем уже как бы некоторую инфраструктуру, в которой есть такие организации, и именно они могут выступить в качестве акторов вот выхода в эту более сложную конструкцию. Да, порядок открытого доступа, он отличается прежде всего своей сложности. Там большое количество акторов, которые действуют независимо от государства, которые представляют разные интересы, разные идеи, но вот именно эта их разность и их некоторое взаимодействие и конкуренция, они создают ту среду, которая вот формирует этот сложный порядок, в котором нельзя принять решение. Вот я сегодня встал и подумал, верну Крым. И верну. Но такое решение невозможно, потому что оно становится, может быть, нации принимают такое решение в конце концов, они начинают там войны какие-то, но это решение, оно гораздо более сложным образом обсуждается и вынашивается в стране, и происходит через большое количество противоречивых интересов, его подготовка, и это решение оказывается более сбалансированным, оно больше учитывает всяких рисков для разных групп интересов. Но это возможно только когда у вас есть разветвленная система не связанных с государством организаций как в экономике, так и в политике. А позвольте уточнить. Да. Вот на графике приведен крутой рост Южной Кореи. Каков здесь фактор Чеболей? Очень большой. Я очень большой. Что вы сказали 45, сколько там 45 крупных олигархических групп владеют? В России, да. Я сказал, что я и упомянул, что в начале 70-х годов Корея была олигархической диктатурой. Там была олигархическая диктатура, в некотором смысле она похожа, скажем, на тот режим, который сегодня есть в России. Вот, но есть одно отличие, и оно очень важное. Аня мне тоже сказал, что в России это в значительной степени такая структура экономики и политики определяется ролью природных ресурсов в нашей экономике и их продажи. То есть наши олигархи, они все в основном держатся на ресурсах. У Южной Кореи было счастье, у них не было ресурсов. Поэтому им приходилось что-то придумывать. И поэтому чеболи, южнокорейские чеболи, они концентрировали капитал, они много делали несправедливого, но главной задачей было как бы выжать максимум прибыли из дешевого южнокорейского труда, он тогда был там очень дешевый, и продать это все на внешний рынок. Таким образом, здесь очень важно, что несмотря на то, что внутри страны режим был не очень конкурентный, потому что чеболи всех задавливали, в то же время оперировать чеболем приходилось на конкурентном международном рынке. И это нарушало, как бы, да, они не могли закапсулироваться в этом состоянии такой неконкурентной олигархии, потому что им надо было все время повышать свою конкурентность на внешних рынках. И это сильно отличает от нашей ситуации, когда мы получаем деньги за нефть, и потом эти деньги распределяем на внутреннем неконкурентном рынке. Но в принципе, наш сегодняшний режим достаточно похож на формальный, на южнокорейский режим 70-х. Можно вопрос? Предположим, что все будет хорошо, но какие есть перспективы в России, допустим? Какие рынки может занять наша страна?
Ну, это хороший вопрос. Это все очень непросто. И прорываться на рынке очень непросто. Какие есть конкурентные преимущества у нашей страны? Я считаю, что их несколько... Вернее, вот я так начну, что когда Китай, который очень хорошо развивается последние 40 лет, как вы знаете, и если расположить его на этой картинке, то он будет какой-то вот такой же здесь, вот такой вот и вот так вот примерно. Да, двигаться. Вот примерно вот так вот выглядит Китай. Но Китай, в смысле ВВП на душу населения, это еще бедная страна. Она уже не бедная по классификации Всемирного банка, но по сравнению с лидерами это еще очень низко. Так вот, китайское чудо родилось из страшного пессимизма. В конце 70-х годов наиболее передовые экономисты в Китае и управленцы были уверены более-менее, что Китай, его перспектива это гибель. Потому что они понимали, что они просто не могут прокормить население, и они не знали, как решить эту проблему. И как бы из этого пессимизма была страшная бедность, недостаток продовольствия, и было непонятно, как из этого выходить. Бедность была обращена Китаем в конкурентное преимущество. Когда они поняли, что есть опять-таки, у них был уже опыт Южной Кореи, они оттуда как бы черпали модель, как это делается, понимали, как это делается, как можно продавать дешевый труд, надо продавать на внешнем рынке. За счет этого страна богатеет. И в России тоже надо думать, как превращать свои конкурентные недостатки в свои преимущества. Это непросто, но об этом нужно думать, и в этом можно что-то найти. Например, наш конкурентный недостаток, это, как он со сталинских времен так и висит на нас, это то, что мы в сталинские времена очень быстро прошли урбанизацию, и очень вышли на высокие уровни урбанизации, там 75%, как Франция, при том, что в совершенно другом регистре ВВП на душу населения находимся, развитие производительных сил, всего. Это недостаток, но он дал нам некоторые преимущества. Сегодня это большие городские агломерации. Это по мировым масштабам в сравнении с нашим ВВП на душу населения очень высокий уровень образования. Оно плохое, но все равно это люди, как бы это определенным образом сориентированные люди. И мы видим, что это работает. Например, огромное количество русских занимают ниши на мировом рынке труда, выезжая за границу, да, на довольно высоко оплачиваемом и квалифицированном рынке. И это, как бы, если мы видим, что это так может там работать, то это значит может и внутри работать. И в принципе это что? Ну, потому что вся институциональная система, она как бы настроена на страну, которая производит и продает нефть. И поэтому такая институциональная система не может обеспечивать условия для работы для людей с высоким, для людей, грубо говоря, которые могут создавать компьютерные программы. Да, это разные системы. Поэтому они уезжают туда и там хорошо встраиваются в рынке. А здесь у них нету среды, в которой они могли бы это реализовать. Высокий уровень образования и развития агломерации – это хорошая вещь. Я бы сказал еще одну, но боюсь, на это очень там болезненно реагируют многие люди. Но я давно про это писал. Наше конкурентное преимущество, которое является сегодня нашим недостатком, это то, что у нас мало народу. У нас страшно низкий уровень плотности населения. Это 8 человек на квадратный километр. Даже если мы выбросим значительную часть страны, где действительно жить очень трудно, у нас получится, вот даже взять обитаемые районы, вполне такие пригодные, это получится примерно 25 человек на квадратный километр. Что это означает? Это означает, во-первых, ужасную нагрузку на нас, нагрузку инфраструктуры. Потому что мы должны поддерживать, скажем, сеть дорог, такую колоссальную, при том, что ими не пользуются. Вот у нас есть там дом в Кировской области, и надо едешь там в Кировскую область, 1000 километров надо от Москвы проехать, едешь, хорошая дорога выстроена, и вот я час еду, 2 машины встретил. Ну и что, и можно такую поддерживать дорогу? Нет, нельзя. Ее невозможно поддерживать.
То есть сегодня низкая плотность населения там, это более низкий уровень плотности торговли. Ну, это, в общем, отсюда много довольно последствий, которые доходят до политики. Поэтому, в принципе, если бы вдруг удалось... Да, или, например, такой прекрасный регион, как Алтай. Вот мой друг Володя Рожков все время меня, значит, таскает на Алтай, и я тоже полюбил. Это, ну, вы знаете, да, представьте себе Алтай, это прекрасный регион, там выращивается самая лучшая в нашей стране пшеница, которые твердые сорта, которые гораздо лучше всяких там египетских, да, и если бы мы могли их экспортировать, то мы бы гораздо большую долю на рынке мировом имели пшеницы, но там такое транспортное плечо для любого государства, значит, пока ее довезешь, это все будет нерентабельно. Но там, значит, я сейчас могу чуть перепутать, но примерно такой порядок, что Алтайский край это, по-моему, треть Польши. При этом там живет 2,5 миллиона человек. И это значит, внутреннего рынка у них нету вообще. Эту самую пшеницу им некуда девать, они ее перерабатывают в макароны, и с помощью макарона они, значит, вот как-то это выходит. Но в принципе, если туда поселить бы еще 3 миллиона человек, то для России это было бы прекрасно. И вообще, если бы мы в течение, пускай, длительного времени, ну, предположим, там 50 лет, 60, увеличили бы население страны, ну, миллионов так на 30-40, то это дало бы нам шансов выйти на эту кривую, а гораздо бы их увеличило. Потому что это было создало бы более мощные, емкие внутренние рынки, более сложную структуру. Совершенно невозможно было бы уже это население прокормить. У нас сейчас ситуация какая? Когда нефть высока, мы можем всех прокормить на нефти. Это очень важно понимать про нашу страну, что есть такой показатель для определения нефтяных стран. Это количество нефти на душу населения. Там в России это, по-моему... Сейчас я немножко забыл эти цифры, но, скажем, вот экспортный доход от нефти на душу населения в России был в хорошие годы у нас $2000 на человека. А, скажем, в Саудовской Аравии это $12000. Поэтому, когда падает нефть, попадает цена на нефть, мы перестаем быть нефтяной страной, потому что уже становится там $500-600 на человека, уже все не прокормишь. А мы, пока она была высокая, всю страну выстроили как Саудовскую Аравию. У Саудовской Аравии такого не бывает. У них, если нефть упадет, ну будет хорошо $6000 на человека. А в хорошие годы 12. А у нас, значит, от 2 до $400, которые уже ничего. И поэтому мы как бы вот впадаем в эти кризисы, да, периодически, когда падает цена на нефть, потому что мы сразу перестраиваем институты. Поднялась цена, мы выстраиваем, как будто мы Саудовская Аравия. Вот, ну, что-то я долго отвечаю, а вопрос был простой, какие рынки. На самом деле, это трудный вопрос, и это будет не... Но сейчас, опять-таки, сейчас очень среда, в принципе, мировой торговли очень способствует решению этих вопросов, потому что как бы главный тренд мировой торговли заключается в том, что страны теперь не торгуют, там, я тебе везу там, металл, а ты мне, не знаю, двигатели самолетные. А главным элементом мировой торговли являются так называемые цепочки добавленной стоимостью, value added chains. Они очень длинные, международные, ну, знаете, все эти классические примеры, что там, как делается Boeing и как делается iPhone. Да, что там Америки в том и в другом случае, ее с точки зрения производства вообще очень мало, цена в бренде, и в корпорациях, в технологиях, а они делаются во многих странах. И на самом деле это дает очень большие возможности для мобильных экономик, потому что ты должен встраиваться в цепочки добавленной стоимости, ты можешь производить очень конкретно, очень небольшие. Тебе не надо поднимать целую индустрию, чтобы увеличить свое присутствие на мировом рынке. Да? Тебе надо точки конкурентности развивать, вкладываться в них и в этих цепочках добавленной стоимости занимать эти позиции. Потом там есть целая технология, как ты в этих позициях должен продвигаться. Как вот ты, сначала, как Китай, ты делаешь картонную коробочку для айфона. Да, это твое производство. Потом ты делаешь все-таки уже корпус, потом ты делаешь что-то еще более сложное. Эти технологии, они есть, и в принципе можно, но надо давать себе отчет, что у нас высокий стандарт, то есть мы дорогая страна, у нас люди привыкли к довольно дорогим, высоким доходам, и мы не можем, как Китай, вот, работать как Китай, но нам придется встраиваться в цепочку добавленной стоимости на вот каких-то вот этих вот среднетехнологичных уровнях. Давайте последний вопрос у нас совсем. Ну давайте два, очень коротко. Александр, Таня. У меня... Давайте.
Потом, после уже. Вы прекрасно рассказываете про уровень надчеловеческий, да? И я услышала от вас одну замечательную рекомендацию, которая касается всех нас. Если бы было больше людей в стране, то мы бы лучше жили, да? Мы бы больше была бы вероятность выйти вот на эту траекторию. Но нам очень нужно. Я сказал так, что у нас есть и конкурентный недостаток, очень низкая плотность населения. Но он же есть конкурентное преимущество, то что мы можем принять людей. Вот сейчас здесь у нас находятся люди в основном, ну знаете, вокруг 30, да? То есть вот идею пророжайте, можно понять. А есть еще какие-то советы, которые... Рожайте не работает, нет, это не имеет никакого смысла. Это демографически, в том-то и дело, одна из проблем, да, когда вы выходите, вот когда у вас урбанизация очень быстро происходит, вы выходите на тот демографический профиль, который характерен для Европы, после которого это не работает вообще. Вы едва воспроизводите, как бы, да, у вас нулевой. И этот демографический профиль, он для всех такой. Если у вас такой-то уровень урбанизации, у вас распалась традиционная семья, все, вы выйдете на этот профиль. Это мигранты. Мы вступаем в эру, когда страны будут конкурировать и бороться за мигрантов, за привлечение мигрантов. И это просто, ну, как бы можно об этом не думать, ну и не думайте, но в принципе это... Что? Для нас очень хорошо, для всех стран, прекрасно, мигранты из самых бедных стран, потому что они дают дешевую рабочую силу в стране. Что значит не хотят работать? Кто хочет, кто не хочет. Вот видите, у нас есть огромное количество предприятий, которые загибаются, небольших предприятий. Я просто знаю вот конкретно людей, и эти самые, которые загибаются, потому что у них нехватка рабочей силы, потому что те, которые здесь живут, русские, они не пойдут работать там вот на лесопилку или у станка, им что-то, у них пенсия больше там, или там что-то еще, да, они не пойдут туда, а если кого-то, или это будет так дорого, что я буду нерентабелен. И я знаю огромное количество бизнесменов вот в средней России, там, в глубинке российской, которые мечтали бы о таджиках, если бы у них были таджики, чтобы эти таджики, там вот мой друг, у него есть лесопилка в Кировской области, он говорит, он так говорит, да что тут, у нас людей нормальных на район 2 дюжины, ну очень много пьют, да, а те, кто не пьют, те дорогие. Ему получается, потому что они многие работают кто в милиции, кто у нас масса мест, где можно работать, если ты не пьешь. Весь госсектор. Госсектор очень большой. Вся рабочая сила ушла в госсектор, да, получает зарплату, ничего не делает, а остальные пьют, а на лесопилке совершенно некому работать. И эта проблема повсеместная. И более того, парадокс заключается в том, что мы говорим, вот придут мигранты, они нас вытеснят с рабочих мест. Наоборот. Огромное количество предприятий закрывается, потому что местная рабочая сила слишком дорога или неэффективна, и не хватает рабочей силы, они становятся нерентабельны и закрываются. А если бы у них появилась рабочая сила дешевая, то они бы выжили, они бы встроились в какую-то цепочку, они бы были бы рентабельны. Поэтому парадокс заключается в том, что отсутствие мигрантов приводит к сокращению рабочих мест в России. Извините, а эти мигранты, которые в Европу приезжают, они не снижают уровень благополучия в Европе? Они же не работают. Ну что вы, Европа бы давно уже не росла, если бы не мигранты. Европа это поняла в начале 60-х годов, что без мигрантов им никуда не деться. И поэтому вот в Германии, как бы Германия это страна, которая первая пошла по этому пути, и которая поэтому сегодня остается, несмотря на чрезвычайно высокий уровень жизни в Германии, она остается третьим, да, после Китая и США, третий экспортер в мире это Германия. И она сохранила свою промышленность и ее трансформировала в 70-80-е годы благодаря туркам во многом. Давайте последний вопрос, потом у нас уже в личном порядке сможет. Вы сказали, что индустриализация по-сталински она была неправильная, хотя она доказала свою эффективность в той же Отечественной войне. А какая тогда, по-вашему, должна была быть эффективная индустриализация? И второй вопрос в этом же ключе. Вы сказали, что Советский Союз, так же как сейчас Россия, зависел от цен на нефть. В то время как экономика СССР была не только самодостаточной, еще треть развивающихся стран содержали. Да, очень хороший вопрос, спасибо огромное. Значит, по поводу Сталина я выражался осторожнее. Я говорил, что сталинская индустриализация позволяла решить некоторые вопросы, огромным количеством жертв,
но она создала при этом институциональную структуру развития экономики и общества, которая потом оказалась не способна дальше развиваться, не способна переходить на следующий уровень. Насчет эффективности сталинской модели это написаны огромные тома, и очень большая как бы дискуссия экономическая продолжается о том, как ее оценивать. Но скажу вам так, что вот если бы у меня был тот слайд, что есть, например, такая страна, как Финляндия. Финляндия была, как вы знаете, частью России. У нее был немножечко выше, чем среднероссийский уровень ВВП на душу населения перед революцией. Но с 17 года мы разошлись. В СССР были коммунисты и Сталин, а в Финляндии были правые правительства, и она пошла своим капиталистическим путем. Но примерно одинаковые результаты к концу, к 50-м годам по росту ВВП у Советского Союза, Сталинского и у Финляндии. Они при этом не убили 10 миллионов человек, своих собственных людей, ну, все добились примерно того же самого. Что касается второго вопроса, какой был второй вопрос? Советский Союз, экономика, что вы говорите, на нефтяной... Да, на нефтяной, нет, да, экономика Советского Союза, скажем так, я сказал так, что ее жизнь ее продлили ресурсы, но они же в значительной степени ее убили, потому что с 70-х годов экономика Советского Союза не самодостаточна. За счет нефти и газа Советский Союз включается в мировую торговлю, он покупает на эти вырученные деньги, покупает пшеницу, как известно, и становится частью мирохозяйственной системы, и это подрывает его вот сталинскую модель. Это один из факторов ее крушения, потому что она действительно была как самодостаточная создавалась, и когда Советский Союз вынужден был включиться в мировую торговлю, то очень быстро стал зависим от волатильных внешних цен, в то время как в Советском Союзе была основой его экономики были фиксированные цены, да, жесткие цены, а мировые цены были подвижные. Поэтому, когда там стали меняться цены, в сущности, они должны были бы сделать то же, что сделал Путин сейчас, просто девальвировать рубль в 2 раза, да, и ты балансируешь тогда. А они не понимали этого, и у них, наверное, начал развиваться макроэкономический коллапс. Однако доллар стоил 64 копейки. 64 копейки вы его нигде не могли купить за это. 64 копейки вам его никто не давал за 64 копейки. Его давали там какие-то привилегированные люди друг другу, передавали редкие доллары. Про это мне рассказывали очень смешную историю. Один человек, академик, экономист Энтов, рассказывал мне, что был такой директор экономического института при Сталине, и Сталин вызвал его в 1947 году и говорит: слушай, нам надо узнать, сколько же стоит доллар к рублю. Он ходит там, думает, получается, что очень много. Они 3 раза снизили, и получилось у них что-то такое 11 рублей за доллар. И они приходят к Сталину, они говорят: Иосиф Виссарионович, мы понимаем, что мы совершили ошибку, такого не может быть. Мы понимаем, что мы ошиблись, но вот мы должны признать свои ошибки. У нас получилось 11 рублей за доллар. Мы понимаем, что это неправильно, наверное. Он говорит: да, думаю, неправильно. Думаю, 67 копеек. Можно вас разобличить? Не надо. Деноминация же была потом. То, что было 11 рублей, это рубль. Значит, было 6,70. Была назначена Сталином, просто названа эта цифра, которая была до 80-х годов, она оставалась, эта цифра. Ну, да, это сказано. Спасибо.